времен на территории Зайче-Шминского междуречия кочевали древние башкирские племена, в том числе и мои предки, племена Юрми, Юрматы. Западные кочевья этих племен достигали города Симбирск на Волге. Со строительством в 30-е годы 17 века Закамской линии эти кочевья сократились, и вообще существенно изменилась геополитическая ситуация в регионе. Можно сравнить Закамскую линию с китайской стеной. Это своеобразный аналог китайской стены. Конечно, размеры несопоставимы, однако они выполняли одну и ту же функцию – оберегание своих поселений от набегов тюркских соседей. Таким образом, в начале 17 века был воздвигнут этот исторический вал. И долгое время она служила своеобразной границей между московским государством и моей страной, историческим Башкортостаном. Западная часть исторического Башкортостана, Зай-Шишминское междуречье, бассейн реки Ик, когда-то принадлежали, были вотчиной целого ряда башкирских родоплеменных образований. В настоящее время здесь расположены восточные районы Республики Татарстан. Архивные материалы показывают, что вплоть до середины XIX века к востоку от Закамской засечной черты проживали башкиры. Так, в Черемшанском районе, в 7-8 километрах к востоку от исторического вала, расположено основанное башкирами село Старый Утямыш. Далее вал идет в северо-восточном направлении, к селу Шемшинская крепость, где в 10-15 километрах к юго-востоку от указанного вала находится село, основанное башкирами юрмийцами, Кирлигач на реке Шешма. А выше по течению реки Шешма другое село юрмийцев – Сарбикул, ныне Лениногорский район Татарстана. В 6 километрах к северу от Кирлигач исторический вал проходит около сел башкир-юрмийцев Урмышла и Кичучат. Она представляла собой систему крепостей, острогов, тарасных валов, засек. Вдоль нее постоянно неслась дозорная служба. Крепости населялись местным населением, в том числе и из набережных Челнов. Очень много крестьян дворцовых было переселено в эти крепости и превращено в казацкое сословие. Затем с запада в 17 веке на Закамскую черту были присланы польские служилые люди. Это Смоленская шляхта, Полоцкая шляхта. Крепости Закамской оборонительной черты, то есть Белый Яр, Тинский острог, Новошишминский острог, Заинский острог, Минзелинск, они как бы образовывали непрерывную линию, которая служила границей между вновь осваиваемой территорией и так называемой степью. То есть фактически здесь проходила восточная граница российского государства. В документе «Уфимская губерния. Список населенных мест по сведениям 1870 года» имеется такая запись. Недалеко от села Нового Бусеряков, по дороге в деревню Урсаеву, находятся древний вал и ров, идущие на 2 версты к речке Ирне. По преданию, вал этот служил границу царств Казанского и Башкирии. Татар, мусульман? Чистый татар. Жоқ, чисті түгілдір. Не үшін дегенде бізде бар, мына енді біздің әбей, әбейнің анасы баян қаршық болған. Мынаның yüzü табақ бетлі, башқұртқа тартымырақ. Көрәмсің, мында Ирақ болмаған бетін, нешектір башқұрттар біләндегі біздің қатынашлық бар деп ойлаймын. Мынамда Күршауылда бір жағы башқұрттар яшәгән инде, бір авыл, Сармаш деп аталайын. Хәзердәк менә шул нәселнең халкы шабырак тора башкортларга. Башкортлар атлы гаскәр белән чикне саклаганда бер яктан, моннан урыс гаскәрләре сол зәйдән килеп, шунда саклаганнар. Әйтемнәр бар, сөйләшүләр, белән сөйләшү,
Bizning deyip, ol gidinde bütün işler şu Başkırt deganlikni anlatadi. Söyleşu. Ana o tegi yaklarda, Minzali yaklarında Tekirmen degan avullarda, olarda mine Başkırt aytemleri var. O tatar bilen şik yakın bulgan jerde birse bilen birse aralaşıp, birse diyalek birişkendi bilen. В восточных районах Республики Татарстан, в Актанышском, Мензелинском, Челнинском, Муслюмовском, Сармановском, Аргызском, Менделеевском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском, Альметьевском, Лениногорском, Бугульминском проживают потомки башкир таких родоплеменных образований, как Буляр, Байлар, Иракте, Юрмий, Кыргыз, Мин, Еней, Гирей, Сынгрян и других. В XII веке арабский историк Аль-Идриси дает подробное описание внешних и внутренних башкир. Внешние проживали в самарских территориях, прииских территориях. Северные же, то есть внутренние башкиры, проживали на территории современного Восточного Татарстана, северо-западной Башкирии и севера Башкирии. К внутренним башкирам относятся такие племена, как Юрматы, Юрми, Еней, Гайна, Буляр и ряд других древнебашкирских племен. Говоря о внутренних башкирах, можно сказать о том, что здесь существовали военно-политические или же государственно-политические образования. Можно выделить так называемый Байляр-Булярский союз, который проживал в долинах реки Мензеля. Он отмечается в преданиях, также есть археологическое подтверждение существования этого союза. В их шежере говорится о том, что еще до нашествия Сынгыза на притоках этих рек жили байляр и булярские племена. Поэтому князь Абдулхакович Мажитов, например, а вслед за ним и я, отказываемся говорить о выделении чаликской культуры как таковой, да? Потому что совпадение письменных, фольклорных и археологических источников вот в этом ареале, оно говорит о том, что эта территория была башкирской еще до Золотой Орды. Здесь жили башкирские племена, и выделять отдельную культуру бессмысленно. Можно говорить о Байляр-Булярском союзе и памятниках этого союза, вот археологических памятниках, как байляр-булярских памятниках. История этих племен, она неотделима от истории Волжской Болгарии. Когда сюда приходят монголы, собственно, на этой территории происходит первое сражение с монголами, да, и буляр-байлярские племена вместе с булгарами отчаянно защищаются от этого нашествия. И это вот, видимо, время, когда происходит сложение этого союза. Указанные события нашли отражение в предании Биксура-Батыр. До нашествия Сынгыза, Батыя, устья Агидели, реки Ик, Мале и Мензеле были полноводными, богатыми рыбой, сплошь покрыты лесом. В этих местах кочевали башкирские племена Байляр, Буляр. Сюда приходит война хана Батыя, который пожелал захватить страну булгар. Они начали людей вешать, рубить, хватать имущество. Особенно сильно пострадал и впал в большое горе род Карагая-Атая, проживающий по рекам Мензеле и Ик. Седобородый Карагай-Атай, не согнувшись перед врагом, был казнен перед всем родом. Всему мужскому населению, кто выше колена лошади, отрубили голову. В плен увели всех женщин и девушек, схватили все имущество, табуны лошадей. В этот момент с охоты возвращался старший сын Карагая-Атая Биксура. Он, оседлав своего коня, скачет к племени Байлар, Белосын, Буре. Собрав воинов, готовых идти в огонь и в воду, выступает против Батыя. Устроив засаду, перебила людей Батыя, направляющихся на штурм Булгара. Так отбито первое наступление на Булгар. В 15
XVI веках башкиры с западной части исторического Башкортостана входили в состав Казанского ханства. Между западными башкирами и казанскими правителями сложились довольно специфичные отношения. Башкиры проявляли большой интерес в том, кто будет находиться на Казанском троне. Так, в 1487 году на Казанский престол взошел московский ставленник Мухаммед Амин. И образовавшаяся в середине 90-х годов так называемая восточная оппозиция, собрав на востоке войска, в том числе и башкир, сместила московского ставленника и вновь вернула себе власть. Обширность территории России, ее полиэтничность способствовали и развитию географических исследований и картографированию этих территорий, в том числе составлению карт с усиленным этническим содержанием. На многих исторических картах в наглядной форме нашли свое отражение расселение башкир, в том числе и на территории современной Республики Татарстан. Особо следует отметить этнографические карты Кеппена, Лаврентьева и Риттиха. Восточнее набережных Челнов, там, естественно, располагались башкирские селения, вот в частности Калмаш, крупная башкирская деревня, Подгорный Байлар, ну и целый ряд других. Компактная зона довольно расселения, уже ближе к Ику, и вот эта группа башкирских деревень, она как бы входила в такое расселение икских башкир, так вот они как-то и называются в литературе. Поэтому можно сказать, что набережные Челны, они возникли в основном как русское дворцовое село, но, естественно, вот в очень таком многонационально населенном регионе. То есть и все отношения, они складывались в связи с тем многонациональным населением, которое здесь на самом западе Оренбургской, а потом и Уфимской губернии проживало. Массовое переселение в Башкирский край жителей Казанской и других российских губерний постепенно приводило к перенаселенности региона, что вынуждало вотчинников земель основывать новые поселения на относительно свободных землях. Так, на рубеже 19-го, начале 20 веков часть вотчинников из деревень Уразай, Шарип и Мряз в пределах своей Горейской волости переселяются и образовывают одноименные села на правой стороне Агиделя в Бирском уезде, ныне Краснокамский район Башкортостана. Әнкәйнең ата-бабалары Уразай авылыннан Краснокам районына Агыйделнең уң ягына күчеп утырырга мәҗбүр булалар. Моның сәбәбе җир җитмәүчәнлек. Актаныш районындагы Уразай, Иске Әлем авылларындагы минем ата-бабаларымның туган тумачалары үзләренең тарихына, үткәненә, шәҗәрәсенә битараф булмасалар, аларны төптән ныгытып, үзләренең чыгыш барышын тикшерүгә чакырып, мин сүземне тәмамларым. Первые упоминания о деревне Уразай в источниках относятся к 1722 году. Как и большинство поселений вотчинников Горейской волости, оно было малоэтничным. Здесь проживали только башкиры-горейцы, вотчинники Азикуловской тюбы Горейской волости. Подворной переписью 1912-1913 годов в деревне обнаружено 97 дворов, в которых проживало 548 вотчинников-башкир. В результате строительства в 70-е годы прошлого столетия Нижнекамского водохранилища ушли под воду несколько башкирских сел и деревень. Сейчас на карте отсутствуют такие деревни, как Ушар-Семиостровная Новая, Азяйбей, Тойгузя или Чебинки и многие-многие другие. Их жители были расселены в окрестные деревни, а также в города Набережные Челны, Нижнекамск, Мензелинск и другие. Следует отметить и то, что ряд башкирских деревень были перенесены выше уровня затопления. Например, деревня Подгорные Байлары.
Жезкамский ГЭС су башлангачтан, су көтәрелә башлагачтан без югарыга көтәрелдек. 5-6 ел эчендә полностью 100% белән шушы түбән авылдан монда күчеп утырдылар. Бу йортлар күчү зонасына эләккән кешеләр инде. Главный шунысы, бер генә дә хуҗалык монда читкә китмәде. Бар да шунда күчеп югарыга менеп урамнар төзелде менә шулай. 1851 елына Иске Бойлар дигән авыл бар, хәзер дә бар ул. Шушы ык буена урнаша башлыйлар. Так называемый список населенных мест Уфимской губернии по сведениям 1870 года указал месторасположение деревни Подгорные Новые Байлары при реке Ик в 8 верстах от уездного города. В то время здесь имелось 46 дворов, действовали мечети и училища. Здесь проживали башкиры 287 человек. Все предыдущие и последующие ревизии также обнаруживали в этой деревне лишь башкир. Подворная перепись 1912-1913 годов учла в Подгорных Байларах 147 дворов, где проживали 808 башкир. По материнской линии я с этой деревни, то есть с рода Байляр, которые произошли от башкир. Советую молодежи не терять свои корни, а интересоваться своим прошлым. А свои корни человек может узнать только откуда, когда он начнет интересоваться своим прошлым и своей религией. Вот в этом случае у человека и у него есть будущее. У нас есть возможность здесь смотреть и БСТ, и ТНВ, то есть оба канала. Поэтому из телевидения я знаю, что проводится в Башкирии Шажире Байрамнар. Очень бы хотелось, чтобы и у нас в Татарстане проводились такие мероприятия. Очень было бы здорово. То есть, чтобы люди вспомнили свои корни, чтобы они не забывали, откуда они произошли. Было бы очень хорошо, здорово было бы. Башкиры издревле занимаются пчеловодством. О меде, пчелах, матке пчелиного роя упоминается еще в эпосе «Урал-Батыр». Известный исследователь Петр Рычков, изучая бортничество и жизнь пчел в своих трудах Вольного экономического общества от 1767-1769 годов, написал: «Едва ли сыщется такой народ, который бы мог превзойти башкир в пчелиных промыслах. Бортничество долгое время оставалось в Башкирии лесным промыслом. Башкиры развешивали колоды или кузова на деревьях в местах, богатых липой и дичками. Прикамские башкиры, например, развешивали кузова в лесах по берегу Камы. Причем они так искусно оснащали их, что заманивали многочисленные рои от пасек закамских вятичей. Сейчас мед наряду с кураем являются своеобразными башкирскими символами, брендами». Мен кішкене баладан çoğtan ettiğe помощник болып мен шулай дымар біле öldürüp тұрдым. Зарплаты яздылар шуның үшін. Мен 20 yıl өзім орташы болып ішледім. Әти 30 жыл ішледі. Оның бабасы не болды? В общем, біздің династия умарташылар не енді. Burungu nəsildir. Burungudan kilgen boylar, burungudan kilgen minzeler. Burungudan biz gururlanabız özümüzün minzelerimiz bilen, özümüzün boylarımız bilen gururlanabız. Bizde halk bik yaxşı. Sen tıras. Boşqırtqa tortım. Bormayım, qaytmayım. Mana şu direk tilüleç desem. Bizni sırası qoyağına barsak da siz boşqırt yağından tugulma dip soruyorlar әле bizden. Часть сел и деревень Мензелинского и особенно Бугульминского уездов были башкиро-типтярскими. Важно подчеркнуть, что типтяри неизвестны в других регионах России. Данный социальный институт породила башкирская вотчинная земля. Возникновение этой группы населения связано с внутренним развитием башкирского общества. Первые типтяри – те башкиры, которые были лишены права на владение землей. До 40-х годов XVIII века немало башкир, потерявших земли или не получивших наделы, в последнем случае так называемые новорожденные, то есть родившиеся после ревизского учета и передела земель, становились типтярами.
Bizning avulning tarixi shundayroq. Bu avul Nurqay degan kishi kelib o'tirgan edi bu avulga. Tug'ani bilan kelib, tug'ani Bekenayda o'rnashib qala. Shunda mal asrab, shunda umr ita. Ondan Mında indi Nurqay degan og'isi kelib o'tirib, shunda nega sala indi Nurqay avulina. Nurqayni ilkdan tipterler, boshqartlar deb yerlar endi bizning avul o'rtaga bo'linib, o'rtalay bo'linib shulay yeri turgan edi. Hozirda shulay yeri biz boshqart diyaratı deymiz. Ko'pirta qaragan eski yog'ina ko'milgan diyaratdaga shu yuqori kishilarni boshqart diyaratına yerliymiz. O'zimizniki endi tipter diyaratı deb ataladi. Azmi ko'pmi avul tarixlarini o'rgatuvchilar bularga tegishli vaqtida yo'q, hozir bitdilar. Ular qolmadi bitta avulda. Biz hozir qortlar bo'lib boramiz. Во второй половине XVII века и практически на протяжении всего XVIII века башкиры через каждые 15-20 лет вели вооруженную борьбу за сохранение своих вотчинных земель, религии, местного самоуправления. В историю эти события вошли под названием «феномен башкирских восстаний». Западные башкиры не могли остаться в стороне от указанных событий и как неотъемлемая часть башкирского народа приняли активнейшее участие в восстаниях. Причинами этих восстаний были разнообразные обстоятельства. Это могли быть насилие со стороны царских чиновников. То есть все-таки это было довольно нередко, когда чиновники приезжали, требовали дать им лошадей, требовали дать им денег, а еще хуже, когда увеличивали налоги. Это, конечно, вызывало негодование местного населения. Потом монастыри, в том числе и общероссийские, вели здесь себя довольно бесцеремонно, захватывали земли, которые башкирское население считали своими. Это в целом ряде причин тоже явилось причиной такого ожесточения. Религиозное обстоятельства тоже, наверное, имели место, особенно до середины XVIII века. То есть попытки крещения нерусского населения, попытки приучить их к русскому языку, к русской системе образования. Ну, естественно, это вызывало соответствующую реакцию. Потомки башкир, проживающие ныне в восточных районах Республики Татарстан, должны гордиться своими предками, принципиальное желание которых сохранить себя как свободный народ, национальная гордость, вынудили имперское правительство очень быстро отказаться от попыток христианизировать башкир. Вотчинное право башкир, пусть в усеченном виде, но действовало вплоть до 1917 года. Благодаря своему мужеству башкиры стали одними из немногих народов Российской империи, не подвластных крепостному праву. Однако цена этой борьбы оказалась очень дорогой. Жестокие подавления восстаний привели к серьезным демографическим потерям народа. Произошла утрата башкирами половины своих земель. Сам родом отсюда, из Большого Ныркеева, соответствует второй половины, которая как бы нашей поясурой говорит, что она из рода байларов. Хочу, чтобы нынешнее поколение вернулось к своим именно корням, вспомнило, кто она на самом деле есть. Люди здесь были более такие мужественные, участвовали во всех восстаниях, сражались за свою независимость, за свои земли. Почему именно башкиры являлись главными действующими лицами в восстаниях, почему сами восстания являлись башкирскими? Дело в том, что кто являлся башкиром сам по себе? Башкиры все делились на определенные кланы, племена. Вне кланов, вне племен башкир просто не существовал. Сама эта клановая система, она являлась самой основой жизни этого этноса, поскольку была основана на вотчинном праве на землю. У небашкирского населения была принципиально иная матрица. Понимаете, обычные крестьяне, как бы они ни были мужественны сами по себе, это все-таки не воины. У них нету именно
как сказать, нету не то что боевого духа. Само это сословие крестьянское, любой крестьянин, татарский, русский, чувашский, неважно, он предназначен совсем для другого. Примечательно, в башкирских районах современного Татарстана наиболее значительными являются именно башкирские этнотопонимы, составляющие плотную прослойку к востоку по линии от набережных Челнов на Степной Зай, Шишма и Малый Черемшан. Имеется целый ряд наименований поселений, которые получили распространение лишь на территории расселения башкир. Для примера, деревни с названием Чурай, Сурай, Чурова, Чуракай, Чураш имеются на реке Сакмара в Кувадынском районе Оренбургской области, в долине реки Дема в Мейкинском и Альшеевском районах Республики Башкортостан. А в Актанышском районе Республики Татарстан имеются деревни Чурай и Чуракай. Бұл Актаныш районы Чуракай ауылы. Біздің муслим білән Актаныш районы шегіне орналасқан енді. Бек матур табиғат, Сүн елғасы бойында, бұяқта енді біздің Татарстан, біз енді орналасқанбыз Башқұртстан білән екі районның шегіне. Халық өзінің тарихы бір әбейіне қызықсына. Мына біз енді біз Қазанға барғаштан да, біз Қазанда оқып бейтін уақытында біз енді Башқұртқа яқынырақ deyip neme deyip сөйлешіп бейтінді сөзінің қазақтары біздің Башқұртшаға келіп шыға Қазан сөйлеміне біздің ойырлайынды. Бұл бәйледерінде біздің тарихи архив документларынан Уфадан алып қайтабыз біз. Біздің ауылның бойлары, өткен тарихы, һәм башқалары бойынша да біз Уфаға мөрәҗәгать итәбез. Бүтін документлар біздің Уфада, біздің жерлікте, біздің район ішінде. 1800 еллар документларын ақтарып қарасақ, енді ілекке тарихи қағазларға мөрәҗәгать итсәк, біздің енді жерлігінің бик көп халқы башқұртлар деп жазылған. Башқұртлар, типтәрләр, мишәрләр деп жазылған. Көпшілік өлеше мына Актаныш районы оның халқы яшәгәнлектән яшәгән. Мои друзья, мои земляки, узнав то, что я изучаю свою родословную, заинтересовались тоже своими корнями. По их же просьбе я начал изучать их корни. Многие из них, большинство, были как раз выходцами из Восточного Татарстана. До этого времени большинство из них считало, что они из казанских татар происходят. Ну, соответственно, раз говорят на татарском языке. Но по документам, которые находятся в том числе в городе Уфе, они по происхождению, их предки, прадеды, были башкирами. Каждый мужчина обязан знать свои корни, откуда он происходит. Из башкир, из казанских татар или из мишар. Чем глубже он будет знать, тем богаче его будет духовность. В созданную 20-е годы 20-го столетия Татарскую ССР вошли и несколько уездов, где компактно проживало башкирское население. Это Елабужский и Сарапульский, Мензелинский и Бугульминский уезды. Следует отметить, что в одном только Мензелинском уезде, согласно Всероссийской сельхозпереписи населения 1912-13 годов, проживало более 150 тысяч башкир. Уже перепись 1926 года вообще не обнаруживает в Татарской АССР башкирское население.